this is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of... Всем приветики, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас очередной мейкап туториал. Сегодня я так вдохновлена одним событием. Как вы знаете, только недавно прошел Met Gala в Нью-Йорке, который ежегодная церемония Met Gala, которую все звезды обычно проходят через красные ковровые дорожки. Мне кажется, это самый важный момент, потому что здесь именно смотришь на искусство наряда. В общем, там не только были наряды, на которые нужно было смотреть, я как визажист смотрела, у кого какой макияж. В основном мне, конечно, очень сильно понравилось это макияж Рианы, который наверняка в следующем видео создам, но больше всего впечатлило это, наверное, макияж Джиджи Хадид. Это модель, вы знаете, девушка Зейна. Не знаю, я просто ее обожаю. Я ее обожаю вообще, как бы ее внешность, если так взять. Но в этот раз ее макияж просто был эффектный. На этот раз ее визажист Эрина хорошо так постаралась. Вроде бы только стрелки, но такие эффекты. В общем, я решила пересоздать ее образ. Это ее стрелки. Как знаете, мы любим стрелки. Особенно я. Я не знаю, я обожаю стрелки. Как увидела стрелки, я сказала, вау. Ее наряд был шикарный. Это ее наряд Томми Хилфигер, ее макияж. В общем, я решила пересоздать ее образ макияжа. Постаралась как-то. И даже волосы сделала, как у нее. Хоть и не такая блондинка. В общем, азиатская версия Джиджи Хадид. Если вам интересно, как создать образ Джиджи Хадид от Met Gala, оставайтесь со мной. Но хочу вам напомнить, перед тем, как приступим к видео, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А вот теперь приступим. Ну что ж, начнем, конечно, с праймера. Это мой любимый праймер YSL, который почти уже ничего не осталось. Тушь и клад, чтобы смягчить текстуру кожи. Дальше идет тоналка Born This Way. После похода 2 раза на пляж моя кожа немножко темнее, так что тоналка будет казаться чуть-чуть светлой, так что простите меня. Дальше идет консилер Tarte, чисто чтобы осветлить под глазами, чтобы дать иллюзию, как будто у нас ничего нету, там никаких черных кругов, все у нас отлично. Растушевываю кисточкой, не то что кисточкой, спонжем Beauty Blender. Дальше идет у меня, получается, контуринг Anastasia Beverly Hills, беру средний цвет. Я не хочу сегодня делать особо резкий контуринг, потому что, как вы заметили, у Gigi такой натуральный контуринг. Так что будем делать это кремом. Крем обычно дает такой натуральный эффект. И даю я, получается, тени под скулами, вокруг лба, и там мне тень немножко нос. Обычно спонжем очень натурально получается. Дальше беру цвет банана, наношу на спинку носа маленькой кисточкой и растушевываю пальцем. Я хочу просто осветлить так, чтобы дать иллюзию, как будто нос у меня чуть выше стоит. Дальше еще наношу на верхнюю часть скул, тоже чтобы объемнее сделать мои скулы. И я все закрепляю транслюсентной пудрой Laura Mercier. Я использую кисточку Marc Jacobs, обожаю эту кисточку. Идет дальше хайлайтер. Это Nicole Guerrero, Anastasia Beverly Hills, Daydream и я, Forever Young. Наношу его, конечно, куда? На верхнюю часть скул. И тут я немножко добавила, я немножко поднимаю, как видите, в сторону бровей. Идет уже румяна Tarte. Этот румяна вообще-то мне подарили Sephora на день рождения. Конечно, наношу его как контуринг, можно сказать, на скулы и наверх. Так красиво получается. Дальше беру цвет коричневый, просто такой средний коричневый, от Kat Von D палетки. Дать немножко контуринг одного носа. Чтобы дать такую иллюзию, как будто у меня есть ямочки на верхней части губ, как видите, я немножко затемняю ямочки и даю иллюзию, как будто у меня там ямочки. На самом деле у меня их там нету. И, конечно, осветляю нужные места консилером. Дальше идет у меня Brow Definer от Anastasia Beverly Hills. Это карандаш для бровей. Я брови особо сегодня не буду делать, потому что у Gigi почти что нету. У нее там, наверное, гелем, намазали ей. Но так как у меня толком бровей нету, немножко добавлю и рассушую. И, конечно, осветлю консилером под бровями. Вот примерно такой, типа, натуральный получился. Дальше же переходим к теням. Из палетки Coloring беру цвет Princess, такой красивый розовый цвет, наношу его на складку века, чтобы дать такой натуральный контуринг. Дальше беру Young Forever и наношу под бровями. Дальше идет карандаш шиммерный от Marc Jacobs, называется On The Verge. Наношу на центр моих глаз и разрешевываю пальцем, как вы видите здесь. Здесь уже самый важный момент. Беру подводку жидкую от Стила. С внешнего угла рисую стрелку, такой вверх.
Потом с складки века наношу еще одну стрелку и соединяю их. Здесь уже на ваше усмотрение можно сделать потолще, подлиннее, как бы на ваше усмотрение, на вашу форму глаз. Я примерно оставила свои такие, наверное, потолще, наверное, еще дальше сделаю. Примерно так. Беру обратно, возвращаюсь в цвет на розовый принцесс и наношу просто под глазами. И чтобы сделать иллюзию больших глаз, наношу белый карандаш от Marc Jacobs. И, конечно же, тушь. Без туши никак. Я обожаю Black Velvet Noir. У меня все в Marc Jacobs, отвечаю. У меня получается карандаш для губ. Nude Lips называется, тоже от Marc Jacobs. Кстати, он офигенный водостойкий, что просто шикарно. И увеличиваю этим карандашом мои губы, как вы здесь видите. Чуть-чуть приподнимаю. И наношу на все губы. Дальше идет моя помада Lime Crime, называется Cashmere. Дайте секундочку, я быстро схожу за моими ресницами. Вуаля, ребята, вот эти ресницы. Ресницы у меня, кстати, Ardell, называется Natural Wispies. Ну и что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Как видите, туториал достаточно очень легкий. Самое главное, терпение и немножко порепетировать. И, конечно же, контактные линзы, как у меня. Кстати, контактные линзы у меня Dezio, оно будет в описании видео. Увидимся с вами на следующем видео, ребята. Пока-пока.